Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 30 мая 2024 года, 15 часов 55 минут по Берлину, 16 часов 55 минут по городу Джохару. И я вас всех сердечно приветствую, мои дорогие единомышленники и друзья. Троллей и разных платных товарищей не приветствую. Только единомышленников приветствую. Сегодня я вас не жалую. Так, с вами снова я, как обычно, Аслан Арцуев на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите комментарии, если вы не находитесь в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Валейкум ассалам, леманас. И как обычно, я бы хотел бы сегодня свой сегодняшний стрим начать с сообщения от Генерального штаба Сбройных сил, Вооруженных сил Украины. Как мы знаем, сегодня был нанесен очередной удар по нефтеперерабатывающему заводу в России. И меня это радует. Также радует, как сбитие самолетов российских и вертолетов. У меня особая к ним нелюбовь. Презрение, точнее сказать. Итак, за прошедшие сутки уничтожено и ранено русских террористов 1160. 10 танков уничтожено, 22 боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 22 БПЛА, 53 автомобильной техники и цистерны, 11 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине. Слава ЗСУ, слава великому украинскому народу. И давайте перейдем к вашим комментариям, друзья. У нас начались проблемы. У нас начались немножечко проблемы. Но это было бы странно, потому что для КГБ, для ФСБ нет ничего страшнее слов правды. В советское время они не боялись даже так пуль, и сейчас они не боятся так пуль, потому что на пули они посылают вот это мясо, быдло мясо, которого оболванили и куда угодно засылают. Они боялись всегда слов правды. Ну, сейчас пока проблем особо нет. Так, на всякий случай напоминаю вам, что гибня это зло, абсолютное беспримесное зло. Террористическая банда ФСБ. Добрый вечер, Аслан. Добрый, пан Европеян. Добрый. Так, приветствую, сенсей. Я вас тоже приветствую. Я вас тоже приветствую. Сора и все, валейк салам, все, кто написал комментарий или же в душе просто со мной поздоровался. Я вас всех сердечно приветствую. Сердечным образом. Сейчас я вам немножко расскажу о атаке на Краснодарском крае, на НПЗ в Тамане. В сети появилось видео атаки беспилотника по НПЗ, летящие с НПЗ дрон пытались сбить стрелковым огнем, судя по звукам очередей и красноречивым комментариям очевидцев. А что в России столь важные стратегические объекты охраняют только вахтеры с ружьями, а где оснащенные до зубов группы ПВО, или их отправили на защиту Кремля и резиденцию Бункерного? Вопрошают здесь. Также сегодня в 4:20 утра на востоке Москвы запылало складское помещение с горючей начинкой. Вспыхнул пожар около 4:20 утра на улице Мартеновской на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». В тушении крупного пожара задействовали вертолет К-32, 40 единиц техники и более 120 человек. Внутри здания находятся емкости с легко воспламеняющей жидкостью. По состоянию на утро площадь пожара достигает уже 4000 квадратных метров. Огонь быстро распространяется. Очевидцы сообщают, что продолжают слышать на месте громкие взрывы. Известно, что уже обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. Также хотелось бы сказать, что
В Польше, если я не ошибаюсь, тоже загорелся склад. Там было снаряжение для Украины, для военнослужащих Украины, и там тоже был пожар. Как-то так, друзья, как-то так. Тоже вчерашняя новость, тоже очень важная, которую тоже я хотел бы, чтобы вы узнали о ней, и она осталась в видеоформате. В среду бельгийские исследователи провели обыски в доме и офисах сотрудника Европарламента. Это делается в рамках расследования сообщения о том, что Россия платила ультраправым законодателям, в том числе немецкому политику Максимилиану Кра, за пособничество кремлевской пропаганде. Источник, близкий к расследованию, сообщил, что в центре внимания следователей находится Гайом Продура, бывший помощник Кра из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» АФД, который сам находится под следствием по подозрению в связях с Россией и Китаем. Прокуратура Бельгии сообщила, что при содействии французских властей проводятся обыски в доме Продура в Шербеке, к северо-востоку от Брюсселя, и в его офисах в зданиях парламента ЕС в Брюсселе и Страсбурге. Заявление правоохранительных органов отмечается, что обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации. Вот вам здравствуйте, друзья. Вот вам здравствуйте. Потихоньку начинается вычищение. А потихоньку это начинается, потому что здесь работает закон, здесь право. Здесь нельзя никого обвинить, даже если ты 100% уже знаешь, что он, но у тебя нету доказательной базы, то извините, терпи, собирай доказательную базу. Поэтому как-то так, друзья. Доказательная база собрана, аресты, обыски, посадки идут, и слава Богу, слава Богу. Ну что сказать, Господи, благослови Америку, слава Украине. Вот что я могу сказать. Также плохая новость есть, друзья. А это все было от «Голоса Америки». Вот последнее, то, что я прочитал, это было от «Голоса Америки». И вот сейчас от Госдепартамента США тоже информация уже по Грузии. Это уже не очень веселая информация. Ну, она, конечно же, я надеюсь, все исправится, но пока ситуация в Грузии абсолютно меня не радует. США продолжают поддерживать народ Грузии в его стремлении к демократическому и западному будущему. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, парламент Грузии проголосовал за преодоление вето президента на антидемократический законопроект об иностранном влиянии, фактически превратив законопроект в закон. Соединенные Штаты осуждают этот шаг. Приняв этот закон, правящая партия «Грузинская мечта» еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа, который уже несколько недель выходит на улицы, чтобы противостоять этому закону. Грузинская мечта проигнорировала, это партия такая, кто не знает, проигнорировала, пророссийская партия, проигнорировала правовую оценку Венецианской комиссии Совета Европы и оценку ближайших партнеров Грузии, которые ясно выразили свою обеспокоенность тем, что закон стигматизирует гражданское общество и СМИ и ограничит основные свободы. Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократической траектории Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под угрозу американо-грузинские отношения. США продолжают поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическому и западному будущему. К сожалению, лидеры Грузии предпочитают отказываться от шагов, необходимых для продвижения Грузии в западном направлении, которого хочет ее народ. Вот такая вот информация. Конечно же, я надеюсь, что все исправится. Но я очень не рад этому всему, что происходит. Абсолютно. Грузия — это такой глоток свежего воздуха, глоток свободы для чеченцев. Это и граница наша единственная, кроме фашистской России. Поэтому нам очень важно, чтобы Грузия была демократической, цивилизованной, прозападной страной. И я вчера выложил, продолжив, сейчас перейду к вашим комментариям, друзья.
я выложил видео, с которой я скачал с ТикТока, с канала Макгрегора. Вы знаете этого бойца по боевым видам спорта, ММА. Да, по-моему, ММА он победил. И с чем это связано? Я, во-первых, очень уважаю этого человека. Это очень талантливый и очень неординарный человек. Видно, что человек, ну, с большой душой, скажем так. И сейчас я вижу, что российские спецслужбы пытаются нам внедрять сюда разных своих агентов. Большая часть, ну, все спортивные клубы фашистской России взяты под контроль вооруженными силами Российской Федерации и террористической бандой ФСБ. И вот многие деятели, которых вы видите, которые там бойцы, там какие-то шоу устраивают, это все военнослужащие российской армии. Помните, был и есть, наверное, сейчас ЦСКА такой был, Центральный клуб ЦСКА, Красной Армии, да, так называется это все дело. И сейчас приблизительно по советскому образцу все то же самое происходит. И вот эти деятели, там есть Хамзат Чимаев, есть такой деятель, который принял участие в провокации, когда вот Россия пыталась разжечь войну и втянуть чеченцев в войну Израиля, арабскую вот эту войну, геноцид, который произошел в отношении евреев, и ответная реакция евреев, которая тоже очень жесткая. И нас пытался вот этот деятель, но он для этого и взращивался. Причем нужно отметить, что Хамзат Чимаев в свое время, когда также всех собирали и отправляли в Сирию, Хамзат Чимаев, мне вот буквально вчера рассказали эту информацию, что Хамзат Чимаев, оказывается, тогда этим занимался. Тогда он всех там хотел быстро уйти в Сирию и там стать шахидом там, и так далее, и так далее. Ну, ни туда, ни в Палестину он не поехал, но зато призвал. И сейчас появилась новая информация. Тот человек, с которым дрался Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, якобы там какие-то деньги там где-то запрятал, что там налоги не заплатил там и так далее, и так далее. И теперь у него большие проблемы, и якобы он сейчас живет в Дубаях, Арабских Эмиратах, и, короче говоря, он враг системы, нам так его преподносит. Я заранее вам сообщаю, чтобы вы понимали, что происходит. Этот человек Путина, этот человек никогда не был других взглядов. Я считаю, возможно, это мнение мое в данном случае ошибочно, но я считаю, что это подготовка для того, чтобы какое-то раскрученное лицо именно в боевых спортах, потому что им нужны бойцы. Потому что вокруг там Чимаева, вокруг Хабиба Нурмагомедова будут собираться такие же бойцы, которые там нравится спорт, нравятся вот эти бойцовские виды спорта. И сейчас готовится засылка, по всей видимости, под легендой Хабиба Нурмагомедова. Хабиб, да, его, по-моему, зовут? Хабиба Нурмагомедова. Поэтому вы тоже это должны знать, друзья. И все, кто нас смотрит, знайте, что они не оставляют попыток раскачать ситуацию в Европе, навредить Европе, провести теракты, провести убийства, провести еще какие-нибудь там свои пакости, которые только они так хорошо умеют делать. И мы должны знать, что кто такие вот эти бойцы, которые фактически являются обычными гладиаторами. Это гладиаторы, как в Древнем Риме, которые развлекали публику, завлекали в клубы крепких парней, которые не предатели, но хотят заниматься спортом и так далее, и так далее. Поэтому знайте это все, знайте. Так, давайте дальше. Сейчас почитаем ваши комментарии и перейдем к главной названию нашего темы, сегодняшнего нашего стрима. Называется «Ядерная истерия Путина». И второе название: «Турция помогала Российской Федерации уничтожать Ичкерию». Давайте об этом и обо всем остальном поговорим, друзья. Но сперва почитаю ваши комментарии.
Так. Ассаламу алейкум. Маш Воля. Алейкум ассалам, Эдам. Воля, Маш. Дорогие мои украинцы, бомбите Россию полностью, не жалейте их никого. Слава Украине, свобода Ичкерии. Да, военных никого не жалейте. Почему украинцы, не знаю, это не ко мне, это, наверное, к украинцам этот вопросы. Дай Аллах победы Украины. Амин, Адам, Адам. Амин, амин. Смерть врагам Америки. Барух Мони говорит. Да, согласен. Смерть врагам Америки. Салам всем свободным людям. Салам, Асан. Салам, Эд, дорогой. Салам. Маш Воль, демократ. Воль, Маш, Дейлер, салам, Маш, Шалоль. Так. Боже, храни Америку и авианосец Рональд Рейган. Амин. Да, отлично просто сказано. Сирдик ваша. Далуизель, Сайд Мухаммад, хайуэль. Слава Ичкерия, победа Украины. Привет из Алматы. Саид, героям слава. Алга, Казахстан. Франция, туам бир бу муэцу мордор цяне. Да, Дориан, туам бир бу, туам беш бу. Франция, французские войска, и не только французские войска, пойдут на помощь Украине. Я так думаю. У меня нет никакого инсайда. Я убежден, что так произойдет. Я убежден в этом. Бандере присягаешь, говорит нищеброд. Классный у тебя ник, конечно. Бандере, ну что значит присягаю? Я присягнул Доке Умарову, своему президенту, когда он стал президентом. И с тех пор не нарушал присягу, верности ему. Я присягаю своему народу. Я присягаю своему президенту. А Бандера для меня такой же герой, как наш Джохар Дудаев, как другие наши лидеры, которые боролись за свободу своего народа. И безмерно уважаю Степана Бандеру. И считаю себя чечено-бандеровцем в этом смысле. Окей? Устраивает такой ответ? Адекватные казахи за Украину. Совершенно верно, Саид, это точно. Алейкум, Руслан. Америку, Вадиидол, Сунцера, я не знаю, поможет нам Америка или нет, собирается ли она нам помочь или нет. И сигналы есть, симптомы есть, я даже боюсь спугнуть всю эту тему, да, сглазить, так сказать. Но я знаю одно, для того, чтобы нам Америка помогла, нам нужно сделать так, чтобы мы дали ей такую возможность. А если ее там обзывать, если ее там необоснованно на нее наговаривать, то, конечно же, тогда нам никто не поможет. Понимаем, да? Поэтому я попрошу всех дать возможность тем же евреям помогать нам, понимаете? Евреи с очень большим уважением относятся к нашей борьбе, к нашим страданиям, которые мы перенесли в связи с геноцидом. Но мы не даем им возможность, да, чтобы что-то сделать, сказать. Как только появляется какой-нибудь еврей, который что-то говорит в нашу поддержку, обязательно появляется какой-нибудь или слабоумный, или же засланный какой-нибудь антисемит, который начинает гнать пургу, что человек думает, да пошли вы все к чертовой матери. И я точно так же думал бы о всех, кто говорил бы обо мне так же. Понимаете? Поэтому я не знаю, когда, что, но я думаю, что нам уже помогают. Так.
Французский протекторат, да, ну, ясно. Смотрите, вот этот деятель АРХ пишет комментарии, Америка нам поможет, потом удаляет их. Пишет комментарии и говорит, Аллах нам поможет, а ты Америку сделал ставку и на евреев. Нет, я сделал не на Америку, не на евреев ставку, я сделал ставку на здравый смысл. Я сделал ставку на интеллект, которого, по всей видимости, тебе не хватает. Я верю в Аллаха и знаю, что мне поможет на этой земле только через Господа Бога, если будет у него воля на это. Понимаете? И американцы, и евреи, и так далее. И они все верят в Бога. И даже кто не верит в Бога, они будут помогать только если на это будет воля Господа нашего. Понимаешь? А ты очень утрируешь, сжимаешь и лепишь на меня какие-то ярлыки, которые сам абсолютно ничего не делаешь, спрятался где-то, ничего не делаешь, но вот тебе нужно что-то сказать про меня. Сегодня буквально я разговаривал, переписывался голосовыми с человеком, который говорит, что вот приблизительно то же самое он думал обо мне, но сейчас он говорит, я понимаю, что я тебя не до конца понял, говорит, поэтому постарайся набраться терпения, послушать меня, 1 стрим, 2 стрима, 10 стримов, и возможно, если ты независим и искренен в своих побуждениях, ты поймешь, что я хочу донести до людей. Ты на меня только что повесил ярлык, ты говоришь, не веришь, Аллах нам поможет, а ты на Америку сделал ставку и на евреев. То есть ты говоришь, что я в Аллаха не верю, верю в евреев и американцев, которые нам помогут. Это наглая ложь и ярлык, который ты на меня вешаешь. Понимаешь, публично, спрятав свое имя и удаляя свои комментарии. Какой ты герой, писать такие комментарии публично мне. Так. Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Израиль, США, Норвегия, Канада, Ичкерия, Германия. Да, демократ? Авалан, дела, Рамил, штеш, кучу доры. Аула. Ты лучше, яздин, ляч комментарий, цариль шахует судыцер, да вообще, она. Ты даже не признаешь, что ты только что написал. Ты даже не осознаешь, что ты написал. Ну да ладно, пойдемте дальше. Витаю, все будет Ичкерия. Максим, витаю вас, витаю. Да, Алмула. Слава Украине. Так, давайте в ТикТоке. Тут так, валейк салам, слава Америке, ночью, машвой, героям слава. Ахмад Силас к нам зашел. Договорились ночью, только хорошие новости. Немножко Грузия нам подпортила стрим сегодняшний, но грузинский народ борется, так что все наладится и там. Так, хорошие только новости. Баркал Аманас, Баркал. Салам с Босния, Герцеговины за брата. Валейкум салам, Эдип. Босния, салам. Прошу всех поделиться трансляцией. Ассаламу алейкум, Ичкерия сила. Ва алейкум ассалам. Юнади. Лучше идти Украина. Так, пойдемте дальше. Асан, зачем с этими религиозниками вести дискуссии? Не лучше ли их проигнорировать?
Знаешь, демократ, есть, конечно, напрочь не понимающие, что говорят люди. Но есть, которые все-таки задумываются. И моя задача, это тебе можно там, отрубить и сказать, а моя задача объединить нас, попробовать. Я тоже злюсь, у меня нервов, как вы видите, уже не осталось практически. Но при всем при этом, это наши люди. И мы должны им объяснить, что мы не враги им. И что и весь мир не враг. Кроме фашистской Русни, нам врагов нету на этой земле, кроме фашистской Русни и террористического вот этого образования КГБ СССР. Врагов у чеченцев нет. Понимаете? Русского империализма и хозяина этого империализма и этого народа КГБ СССР. Поэтому моя задача донести до людей. Можно легко рассориться, послать всех к черту, сказать, я тебя не слышу. Они про меня такие вещи говорят и пишут, что мне, наверное, уже давно нужно было бы это сделать. Но я считаю, мое личное я буду отодвигать в сторону, пока я не смогу достучаться до всех. Я им не враг, я такой же чеченец, как и они. Я такой же мусульманин, как и они. Хотя они мне салам некоторые не дают. Вернее, один там деятель абсолютно неадекватный не дает салам. И это один единственный. Ну, таких немного. Я надеюсь, и этот неадекватный поймет, в конце концов, что все-таки я не враг ему, как Путин и Кадыров. Но почему-то они считают, что... Короче, как-то так, да? Нужно разговаривать, объяснять нужно, доносить до людей нужно. Там есть очень умные, полезные люди, в силу разных обстоятельств, оказавшись вот в этой пропагандистском, вот в этом коконе. Так. Да, чудеса. Так, не знаю, кто ты, дядь, говорит. В чудеса веришь. Готовьте бункера, люди. Читая комменты, кажется, что лучший исход мерить гриб на вытянутой руке, говорит. Да, к сожалению, Эмиль, ваша фашистская русня и заигрывание с ней Запада привело к тому, что мы стоим на грани ядерной войны. Более того, до того, как произойдет ядерный взрыв, уже произошел геноцид чеченского народа. И поэтому, если произойдет ядерная война, я ничему не удивлюсь. Я уже увидел все в этой жизни. Поэтому, ну вот так, значит, сложилось, что довели вот этот террористический КГБшный режим до состояния, что он начал угрожать всему миру. И мы, давайте как раз перейдем к этой теме и про ядерную истерию. Я считаю, я написал небольшой текст на эту тему на моем YouTube-канале в разделе «Сообщество» можно будет прочитать его. Вчера, по-моему, позавчера я его написал. И я считаю, что Россия фактически уже готова к нанесению ядерного удара, и у нее уже все подготовлено для этого. Именно поэтому сейчас они заговаривают зубы, говорят, да не, мы не хотим нанести удар, зачем нам бить ядерной бомбой там, и так далее, и так далее. Но это меня еще больше настораживает и еще больше вызывает подозрения. Фашистская Россия готова к нанесению ядерного удара. Возможно, это ядерный удар будет нанесен не только по Украине. Возможно, он будет не только один. Возможно, это будет не ракета, которая прилетит откуда-то и которую можно будет сбить. Может быть, бомба будет доставлена или уже находится на территории, там, в том числе Украины, допустим, оккупированной части Украины. Поэтому, и, конечно же, эта бомба может находиться в любой из европейских стран,
через дипломатическую почту, еще как-то, через своих купленных там пособников и так далее, коррумпированных. Россия, скорее всего, и может, ну, может иметь и уже здесь, в Европе, атомную бомбу. И да, это печально, это большая трагедия, и упоминаются такие города, как Гамбург в том числе, что нанесем удар и по Гамбургу, там некоторые уже сообщают. Ну что ж, сгорим в радиоактивном пепле все вместе, что ж поделаешь. Но если вы думаете, мы испугаемся смерти, вы глубоко ошибаетесь. Вы очень глубоко ошибаетесь. Если мы боялись смерти, мы бы не делали то, что сейчас мы делаем. Понимаете? И поэтому никаких шансов у фашистской Русни нет. Вы не думаете, что вы ударите атомной бомбой, и с вами будет все нормально. Вы будете уничтожены моментально. Санкт-Петербург и Москва будут стерты с лица земли. Понимаете? И не только Санкт-Петербург и Москва. И не только. Даже не нанося ядерный удар. Даже Запад, НАТО, Америка, Великобритания имеет силы, возможности нанести неядерный удар такой мощности, что от России останутся рожки до ножки. Понимаете? Поэтому давайте проверим, кто из нас больше боится смерти. Обычно жестокие садисты и убийцы патологические трусы бывают, как ваш Путин и Патрушев. Поэтому я думаю, что нервы сдадут первым у Фашни, да, и она все-таки нанесет удар из-за страха. Но тогда прилетит обратка. Откуда ты знаешь, говорит? Ну, я анализирую из открытых источников. У меня нет никакого инсайда, никакой информации секретной я не располагаю на эту тему. Поэтому 6500 ядерных боеголовок. Каждая боеголовка имеет примерно там что-то там 65 ядерных. На весь Запад хватит. Свежо предание, довериться с трудом. Понимаешь? Да, у вас есть оружие, есть бомбы, есть химические, биологические, которые вы, кстати, сказали, что вы уничтожили американцев. Все это у вас есть, вы можете, морально-психологически можете вообще, удовольствие даже от этого получать. Потому что вы маньяки, вы садисты, понимаете? Ваша фашня, ваше руководство, это все является маньяками и садистами. И русский, который этого не понимает, живя в России, ну он клинический просто товарищ. Уже сейчас хотя бы он этого не понимает. А так, что вы можете применить, мы нисколько в этом не сомневаемся. Абсолютно знаем. Ну и что? И что? Вы думаете, нету, что вам ответить? Давайте проверим. Давайте. Кацапы нищие на ум, говорит. Ты, наверное, фанатик Ичкерии, или который убежал после чеченской. Ну, во-первых, никакой чеченской не было, а была русско-чеченская война, или агрессия, или античеченская, раз уже, давай по чесноку. Ну, хотя, откуда можно от имперца ждать честности, да? И это раз. Во-вторых, я не фанатик Ичкерии. Фанатик — это сумасшедший человек. Я абсолютно адекватный, и у меня есть государство, которое ваша вонючая фашистская русня оккупировала. И сделали вид, что все нормально, убили 300 тысяч, 30%. 30% от числа наших граждан, в том числе наших русских и всех остальных, которых вы убили. И теперь делаете вид, что ничего, все нормально, забыли. Ничего мы не забыли. Не, девочки, мы ничего не забыли. Мы все помним. Все помним и предъявим счет по каждому убитому нашему гражданину.
И за каждый разрушенный дом мы предъявим счет. Вы считаете, что вы платите нам дань? Так вот, вы ее еще не платите. Вы вооружаете своих вот этих гауляйтеров, которые как цепные псы стоят над чеченским народом и унижают его. Убивают, унижают, ущемляют. Дань вы будете платить, как вы любите говорить. Вы дань будете платить, когда мы выкинем вас с нашей территории, международное сообщество признает нашу страну, а вас, совершивших геноцид в отношении чеченского народа. И работа в этом направлении идет семимильными шагами. Семимильными шагами. Так что, alles gut. Так, что у нас тут? Спасибо, Алла Мединская, спасибо из Киева. Витаю вас, Киев. Так, друзья, и вот ситуация, я перескакиваю тут, отвлекаюсь на комментарии. Сейчас я вернусь и в ТикТок за комментариями, друзья. Маша, Руслан, Вигаду, Дейлер, Салам, Маша, всех я вас приветствую, друзья. И Путин вчера начал истерить, поехал куда в Таджикистане, по-моему, было, в Узбекистане, начал нам рассказывать, что у них ядерное оружие, что компактно проживает население в европейских странах, что страны маленькие, ну что типа все будет плохо, запугивает, угрожает просто, мерзавец, подонок. Они думают, что здесь боятся. Бояться здесь уже перестали. Поняли, что сумасшедшего нужно останавливать силой. И будет он остановлен. И вот французский, у меня опять же нет никакого инсайда, и я убежден, что французские войска либо уже есть в Украине, либо они сейчас вот-вот поступят. И не только французские. Понимаете? И вы очень сильно ошибаетесь, если вы думаете взять на понт. Все, приехали. Вот эти ваши понты ГБшные уже здесь уже не канают. Ситуация повернулась ровно наоборот. Теперь настоящих террористов будут мочить. Настоящих. Не вымышленных, выдуманных фашистской Россией. Да, и когда всем миром помогали, в том числе Германия выдавала чеченцев фашистской России. А настоящих террористов будут мочить. Мочить будут в сортирах. Желательно в привокзальных. Понятно вам? Ваша террористическая банда ФСБ будет привлечена к ответственности. И все военные и политические силы фашистской России окажутся на скамье подсудимых. Да, мула. Флаг Ичкерии можно купить на eBay. Ну или где он там продается. Так, подождите. Они избивают меня. Сейчас я отключу от этих деятелей, которые... Все. Максим говорит, в Москве, Питере живет 30% населения. Максим, я успел прочитать, но не успел озвучить, что война закончится. Да, Максим, я думаю, даже достаточно было по Кремлю и по Лубянке долбануть, предупредить заранее всех покинуть, расходитесь там и бам-барам. Но если Россия ударит первой, то тогда никто не будет никого предупреждать, автоматически обратно полетит все. Абсолютно без проблем. Да. Поэтому вы глубоко ошибаетесь, да, если думаете, что у вас есть хоть малейший шанс, я имею в виду гибне, вот этой имперской, вот этой сволочи, обращаюсь, что у вас есть хоть малейший шанс выйти победителями в этой войне. Даже выйти на равных просто. У вас нет никаких шансов, я вас поздравляю.
Это пишет, смотри. Мне Замера пишет. В тебе сидит шайтан, и ты злишься. И говоришь то, что шепчет шайтан, говорит. Аузу билля мина шайтани раджим, скажу я. И знаете, это мне напоминает то, что как было в родном Советском Союзе. Стоило тебе сказать, советская власть плохая, советский режим преступен, советский режим античеловечный, и вас сразу же забревали в дурку. Вам кололи уколы, шизофрения, больной. А как раз вот этот шайтан, то, что она говорит, это и есть шизофрения, когда человек, там, раздвоение, расстроение личности. Вот такое приблизительно уже начинает говорить. Ну что ж, молодцы, фашнядо. Вы молодцы. Короче говоря, Путин истерил как мог. Но шансов нет у Путина. И вторая тема сегодняшняя. Турция помогала российской, так называемой Российской Федерации, уничтожать Ичкерию. Давайте об этом и о многом другом еще поговорим. Шалом, Аслан. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Живе Беларусь. Ам Израиль. Хай. Боже, благослови Америку. Шалом, Ян. Амин. Все, что ты сказал. Амин. Асан, кто будет президентом, когда мы получим независимость? Юсуп Аджиев. Если бы я знал, кто будет президентом Чеченской Республики Ичкерии после деоккупации, независимость у нас есть, она оккупирована, наша страна, мы независимы, у нас государство имеется. Деоккупируемся, будет правильно. Если бы я знал, я бы не сидел бы тут и не призывал бы многих, потому что это значит, будет очередная диктатура. А в демократии никто не знает, кто будет президентом, потому что не назначают президента, а голосует и избирает его народ. Поэтому, как его величество, господин чеченский народ решит, тот и станет президентом Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому я знать этого не могу, и хорошо, что я не могу. Это не должно быть нам известно. Это должны решать чеченские домохозяйки, чеченские мужчины, женщины, рабочие, военные, полицейские, там, я не знаю, кто у нас, юристы, адвокаты, все профессии, все обычные люди должны решать, колхозники, все должны решать. Хотя я бы хотел бы сделать систему, как в Америке, чтобы она была, чтобы избирались выборщики, и уже эти выборщики избирали президента. Мне кажется, эта система, она намного стабильней, что ли. Она намного, мне кажется, стойкая, мне кажется, вот эта система. И она не допустит ошибок. Хотя в Америке мы видим, тоже у них идут перетрубации. И я молю Господа Бога, чтобы они быстрее объединились, быстрее избрали президента. Хотя у них каждые выборы бывают вот эти накал страстей. Кажется, вот-вот они сейчас передерутся, назначают президента, и все опять по новой. Уже у них там все стабилизировалось уже в этом смысле. И я бы хотел бы вот такую у нас систему. Ну, что есть, то есть. Я сейчас ничего менять не могу, не собираюсь. Чтобы было понятно. Главное, чтобы Тузик и его шавки не стали главные, говорит Юсуп Аджиев. Юсуп Аджиев, конечно же, может стать и Тузик. Да, ну, Тузика сейчас шансов нет. Тузика мы полностью уничтожили. Полностью, да, у него репутация больше никогда в чеченском, свободном чеченском обществе, ему никто, уважающий себя человек, руки не подаст. Такие же, как он, ему подадут, а другие не подадут. Поэтому этого деятеля уголовная статья ждет на независимой свободном государстве за пособничество и соучастие в геноциде чеченского народа. Это так, чтобы для справки. Остальные, конечно же, могут попасть любые люди. Если у тебя есть деньги, хорошая пиар-компания, там, поддержка мощных соседних стран, там, 3-10, да, тогда можно любого человека сделать. Мы видим в Украине из актера, причем комедийного жанра, стал президентом человек.
и абсолютно справляется во время войны со своими обязанностями. Поэтому из любого человека можно сделать. Сейчас такие технологии, такие возможности. И именно поэтому было бы хорошо иметь представителей. Не каждый голосует. Сперва голосует за представителей, и уже представители выбирают себе президента. Но у нас система не такая. У нас прямая демократия, прямого действия. Так. Трамп сказал, что будет бомбить Москву. Да, Максим, он не совсем сказал, что он будет бомбить Москву. Он сказал, в случае, если бы, когда он был президентом, фашистская Россия напала бы на Украину или Китай на Тайвань, то он бы бомбил бы и Китай, и Тайвань. Это он сказал. Ну, будем надеяться, что Трамп придет. И я так полагаю, что вот исторически так складывается, что признание Соединенными Штатами Америки Чеченской Республики Ичкерия произойдет при Трампе, я полагаю. Я очень надеюсь, что это сделает Байден еще. У него есть еще время это сделать. Но если он даже этого не сделает, все равно я к нему и Блинкину отношусь с большим уважением. И точно так же, ничего, полгодика, год мы еще подождем. И тогда Трамп признает Ичкерию. Да, мула. И я памятник поставлю Трампу в центре города Джохара за это дело. В шляпе ковбойской дело. А вы в Америке были? Нет, не был. Я в Америке пока еще не был. Что вы сделали, если бы он был рядом с вами без охраны? Говорит, что бы вы сделали с Путиным, если бы он был рядом с вами без охраны? Ну, отвел бы его в полицейский участок. Что я еще могу с ним сделать? Они хотели с вами поступить как с черкесами. Слава богу, у них не получилось и не получится. Да, дай бог. Да, пытались. И я тебе скажу, кое-что им удалось. Но не до конца. Мы живы и полны решимости бороться за свою свободу и независимость, за свои права, за права тех, кого они убили. Так. Мои витания, 3 ОШБ. ОШБ, смотрю вас, поддерживаю, 3 ОШБ. Вітаю вас, слава Україні, слава ЗСУ, слава 3 ОШБ. Парни, Максимус, витаю тебя. Я думаю, они долбанут по своей территории, бей своих, чтобы чужие боялись. Алекс, это тоже не исключено. Это тоже не исключено. Что они выкинут, у них все плохо. Отвратительно все. Просто до безобразия все плохо. То есть для них для безобразия, до безобразия. А для нас это очень даже неплохо, я вам скажу. Но и то, что сейчас он поехал такой огромной делегацией в Китай, и там получил отворот-поворот. По основным темам, которые он туда вез. По мелочи там что-то получилось. Поэтому все отлично, все отлично, все отлично, русня падает. Да. Так, дальше. Окей. У него юридическое образование помимо актерства. Да, я не знал. Зеленский юрист по образованию. Ну, образования недостаточно, если вы не проработали хотя бы 3-5 лет, хоть азы понять в этом смысле. А так, это очень круто, если у него есть юридическое образование. У него, по-моему, и вот этого театрального, по-моему, и даже и нет. Наверное, только юридическое.
Если он долбанет по Украине или стране НАТО, это будет для РФ конец. Да, это будет конец. Да, и как я уже неоднократно говорил, Байден — это ужас без конца, а Трамп — это ужасный конец. Да. Ну, я думаю, им это понравится. Им так нравилось, да, был такой мерзавец и военный преступник Трошев, которого, которого сейчас уже нет, да, его они сами свои же ликвидировали. Так они между собой разбираются по старой ГБшной традиции. И у нас есть там район Минутка называется, и вот этот туннель, мост там есть, железнодорожный мост, и под ним такой небольшой туннельчик. И там на стене было написано «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», кем-то было написано. И Трошеву эта надпись очень понравилась. Сейчас, я уверен, вместе с Кобзоном Трошев в аду парится. Но я бы хотел ему передать привет по поводу вот этого выражения «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Поэтому, да, сейчас Трошев, убивая, совершая геноцид чеченского народа, Трошев смеялся и читал эту надпись. Может, сами русские написали ее, неизвестно, кто ее написал, потому что была написана таким человеком, который с хорошим почерком, скажем так, написан. А если писал бы чеченец, он бы, наверное, спешил бы и так далее, и так далее. Ну вот, теперь ждите ужасный конец. Надо их всех судить. Фашизм, путинизм, лукашизм, ну и кадыризм. Всех судить, их все будет Ичкерия. И все будет Ичкерия. Да, дай Алмула, дай Бог, Ян, дай Бог. Чтобы Трамп поддержал Ичкерию, необходимо мусульманам поддерживать его, особенно в противостоянии Хамасу и этим протестам. Да, совершенно верно, Шамиль. Но я не сторонник того, чтобы вмешиваться в внутренние дела Америки. У меня есть определенные симпатии к тому, там, 3-10. Но я не избиратель. И знаете, мне главное, чтобы Америка была сильной и единой. Поэтому я не буду поддерживать Трампа, я не буду поддерживать Байдена. Я поддерживаю их обоих, то есть по раздельности никого не буду их поддерживать. Поэтому нам нужно иметь нейтралитет в этом смысле, мне кажется. И вот было бы хорошо, если бы некоторые деятели, которые наезжают на Америку, нам Америка не поможет, Америка там такая, сякая, просто на время хотя бы перестали об этом говорить. Просто проверить, поможет она или нет. Просто дать возможность этой Америке помочь нам. И потом сказать, вот видишь, не помогает. Ну подождите чуть-чуть, подождите. Вы же ничего, никого не просили. К Америке, как я, никто не обращался никогда. Вот прямо обращаюсь, вот 5 лет уже обращаюсь. Ну, еще 5 лет пообращаюсь, дайте мне еще 5 лет. Если за 5 лет она еще не поможет, 10 лет, ну, значит, она не собирается нам помогать. Но это не значит, что мы прекратим нашу борьбу за нашу свободу и независимость. И признание нас цивилизованным миром. Потому что мы хотим быть защищены от фашистской России, от Турции и от Ирана. Мы хотим быть защищенными, чтобы нам не совершали геноцид. Чтобы над нами не совершали геноцид. И мы не были второсортными, как нас хотят все представить. Хочу напомнить, что именно Трамп первый передал Украине оружие. Отлично. Никакого юридического образования нету Зеленского. У него папа декан юридического факультета. А сынули просто вручили диплом. Они мои соседи. Ну, Светлана Хадзевич. Это не я сказал, это сказала Светлана Хадзевич. Я прочитал комментарий. Я не знаю, ребят. Я не хочу и Зеленского. Я и так иногда высказывался против него, а сейчас у него не самое лучшее у него сейчас время, чтобы я его еще упрекал в чем-то. Парень делает свое дело, все отлично. Да, кстати, Трошев уроженец Чечни, как-то тогда, Ян, совершенно верно. Трошев был вскормлен чеченской землей, чеченской хлебом, да.
большому сожалению, оказался такой матерый просто ублюдок. Ну ничего, сейчас за все он сполна отвечает. Арсен, ты видел фильмы американские, как они чеченцев показывают, как воинов и так далее, а русские нас выставляют плохими людьми? Да, совершенно верно, Юсуп. Ну а что мы хотим? Что русские патологически нас ненавидят. Я не имею в виду всех русских. Русские, поймите, меня большинство в России смотрят. И не только русские, конечно же. Но я не имею в виду всех русских. Но патологически зависть, ненависть и страх, который вызывают русские. Это пропаганда, это свои комплексы неполноценности, все это все вместе. Но да, русские всегда нас выставляли. А как иначе? Они всегда всех своих. Чем больше ты враг, тем они больше пренебрежительно к тебе относятся. Ну, значит, отлично все. Значит, мы заслужили быть врагами номер один фашистской России. Здравствуйте. Вы смотрели дискуссию Портникова с Латыниной и Уфейгина? Если нет, пожалуйста, посмотрите. Это очень интересно. Да, Стелла, здравствуйте. Я не смотрел, я смотрел только как там куски там видел я обрывочные вот эти вырезки, фрагменты Портникова, где просто Портников молодец. Просто снимаю шляпу. Передайте ему, что вот эту шляпу я снимаю перед его этим стримом и перед ним лично. Поехали дальше. Здоровья многих лет Дональду Джону Трампу, говорит Айнсама Вольф. Амин, амин. Дай Бог ему много-много лет жизни. Это они внушают остальным. Да, Юсуп, они нас, так про нас внушают, да, совершенно верно. Дмитрий Суслов призывает провести демонстрационный ядерный взрыв для предотвращения мировой войны, хотя заставить задуматься Запад и чему приведет разрешение применить оружие по Росновостям дня. Макс Имадаев, я знаю, что считаю, что вот эта гибня, КГБшники могут под видом, они давно об этом говорят, что нужно на нашей территории, мы сейчас проведем испытания, учения там и так далее, и так далее. Под этим видом нанести удар, что вот проводят учения, все отвлекутся, все скажут, это всего лишь учение там и так далее. И в этот момент, чтобы как можно было неожиданно нападение, и чтобы больше ввести людей в ступор, в шок, шокировать людей. Это вот их план. Это единственная возможность попробовать им, чтобы с ними стали разговаривать. Но с ними не будут разговаривать. Смиритесь, Путин, Патрушев, у вас нет никаких шансов. С чем я вас поздравляю всех. Нормально, вы себя показали, все показали, русские имперцы показали, русские в целом себя показали. Вы все показали, как вы делаете, когда вы уничтожаете нацию. Я родился в Советском Союзе, я в 1977 году родился. Я ходил в советскую школу, где мне с сестрой, родной сестрой, не разрешали говорить в моей столице, в моем городе, моей страны, оккупированной фашистской русней. Мне не разрешали с сестрой говорить на чеченском языке. Мне учительница, когда я был в младших классах, постарше я уже не позволял им эти закидоны, но в младших классах дома будешь кумекать на своем. Даже в коридоре, на перемене мне запрещали учительница Евгения Дмитриевна. Кстати, наверное, ее уже нет. Запрещала говорить на чеченском языке. И так было везде. Ты в автобусе не мог говорить на чеченском языке и так далее, и так далее. Поэтому
у фашистской России, мы истинное лицо фашистской России, который очень хорошо относился к Советскому Союзу, к русским, к России. Я не считал, у меня во дворе все были русские, армяне были, евреи были, ну, в основном армяне и русские были. И я никогда не считал, у меня дома жил, ну, практически я у него ночевал, он у меня ночевал, с моего соседнего дома, русский парень. Мы ели с одной тарелки, мы дружили со всеми. И никогда в голове даже не было, что русские будут такими жестокими, такими ублюдками, которые пришли на мою страну. Я видел все своими глазами это. Я все это видел. Понимаете? И поэтому я здесь сижу. Не потому, что мне дома хочется, чтобы там кого-то пытали, убивали. Здесь меня преследовали, убивали. Или тут моих родственников пытали, убивали. Или там дискредитировали днем и ночью. Нет. Я от этого не получаю ни малейшего удовольствия. Но я получаю удовольствие, говоря правду о том, что вы сделали. И когда ваша власть была, вы показали истинное рыло, мурло русиста и русского империалиста. Я это видел своими глазами. Понимаете? Поэтому я больше не хочу этого видеть. Я не хочу ничего иметь общего с этой имперской русской армией, с русским ФСБ, с русскими там террористическими органами. Ни малейшего желания не имею. Понимаете? И мы не будем, понимаете, никогда мы с этим не смиримся. Мы вас просили, наш президент Джохар Дудаев говорил, что мы можем быть очень хорошими друзьями. Но вы взяли дерьмо, извиняюсь, нашего общества, предателей своего народа, и с ними, видимо, вам духовно они близкие, да, дерьмо к дерьму, как говорится. А с настоящими, достойным Джохаром Дудаевым, настоящими чеченцами, вы не считали нужным иметь дело, вы считали, что нужно покорить, убить. Покорить никогда. Убить убьете, оккупируете, захватите, но никогда вы нас не покорите, понимаете? Вы как только покоряете, в чем секрет, как только вы покоряете чеченца, он перестает быть чеченцем, он становится кадыровцем, он становится ямадаевцем, он становится кем угодно, но не чеченцем, понимаете? Чеченец это состояние души, не только национальность. Ты и в Ютубе, и здесь, ты что, все соцсети купил? Конечно, конечно. Антипропаганда. К сожалению, нас немного кто ведет антипропаганду, поэтому мне приходится на всех платформах одновременно. Мой канал запрещен на территории фашистской России, YouTube канал, и ТикТок восполняет этот пробел. Так, пойдемте дальше, друзья. Давайте поговорим о том, что... Так. О чем это мы тут? Давайте поговорим о... Турция помогала РФ уничтожить Ичкерию. Это тоже очень важный момент. Дело в том, что у нас на территории Чеченской Республики Ичкерия живет очень много не чеченцев. Мы, чеченцы, очень гостеприимны. Мы принимали очень много людей. Еще когда не было конвенции о правах беженцев, чеченцы принимали беженцев в огромном количестве, в том числе и украинцев. Очень много принимали. И у нас, оказывается, много-много людей живет среди нас, не чеченцев. И особенно много их стало, когда чеченцев под видом депортации русские попробовали совершить геноцид, полностью уничтожение. Так как Сталин был грузин-кавказец, он прекрасно понимал, что нас покорить нельзя и нужно всех уничтожить. И вот идея у русских всегда была покорить чеченцев. Это невозможно, я вас всех еще раз поздравляю с этим. И вот нужно было нас всех уничтожить. И вот когда нас выслали с нашей земли, на нашу землю заселили очень много не чеченцев. Это были аварцы, это были кумыки, это были другие народы, которые жили и тогда, до нашей депортации, и еще после депортации заселили их еще. Потому что их не трогали, только чеченцев, ингушей выселялось. Даже жен
А если она русская жена, ее спрашивали, ты пойдешь за ним? Если идет, то посылай, если нет, ее оставляли. И разрешался. Это делалось для того, чтобы еще больнее сделать чеченцу, которого они выселяют. Чтобы он, его жена, она же русская, она фактически предала его, получается. Она его оставила и так далее, и так далее. Хотя, на самом деле, любой чеченец бы оставил бы свою жену, если есть малейшая возможность ее не подвергать этой угрозе. Русская она там или кто-либо другой. В итоге у нас живет очень много тюркоязычных людей. И эти тюркоязычные люди, благодаря тому, что они владеют турецким языком, тюркским языком, работают на Турцию, на турецкую разведку. Еще раз, каждый раз я это говорю, не имеет отношения ни к турецкому народу, который очень хорошо к нам относится, ни к остальным народам. Я говорю только о политике имперской Турции и той деятельности, которую они вели. Таким образом, Турция, чеченцы, вы все это должны знать, является соучастником. Да, конечно же, она рядом не стоит с фашистской Россией, но нужно понимать, что если бы Турция не занимала бы позицию о ликвидации чеченской государственности, то этого бы с нами, возможно, не произошло бы. При всем при этом нам помогали некоторые там деятели как-то что-то делать, собирались деньги, в мечетях собирались, там здесь в Европе собирались в мечетях деньги, там и просто люди жертвовали, простые люди. Ну, на уровне государства спецслужбы вели свою работу. И какая-то вот странная ситуация получалась. Все выигрыши, а чеченцы в минусе. Чеченцы воюют, несут, теряют кровь, проливают кровь, теряют жизни, но они в минусе. А все, кто вокруг этой войны, они в плюсе почему-то получалось. И главный в плюсе, вот она Турция. Все, кто не был связан с турецкой разведкой, или же кто не работал на Турцию, все погибли странным образом. Все остальные, независимые, свободные, почти все погибли. А остались те, кто работал с турецкими спецслужбами, которые занимались информационной пропагандой. Например, есть Кавказ-центр. Это турецкое, русскоязычное издание, которое возглавляет, наверное, и сейчас Маулади Удугов, который помогал турецким спецслужбам и русским спецслужбам собирать чеченцев. Я в начале стрима как раз говорил про Хамзата Чимаева, который призывал всех воевать в Сирию, сражаться, там, 3-10. Сам такой, ну, самому же надо тоже соответствовать. Это все, вот эта риторика, все это имело место быть. И в итоге турецкое вот это издание, которое рассказывала нам, что все должны ехать в Сирию, там начинается священная война. И сейчас они начинают то же самое делать в отношении Палестины, в отношении вот этого арабо-израильского конфликта, который сейчас там разгорелся. То же самое нам рассказывают, что нужно ехать воевать, нужно сражаться и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вещи, чеченцы, мы должны знать. Завтра эта Турция собирается прийти к нам в свободную Ичкерию, чеченцы. Эта Турция собирается расставлять своих людей, турецкая разведка, турецкие вот эти агенты собираются. У них будут медали увешаны, что они воины, там воевавшие, сражавшиеся и так далее. Там будут и чеченцы, там не все кумыки и там тюркоязычные, там возможно есть и чеченцы. Но я этим чеченцам хочу сказать, что нам от Турции ничего хорошего не было, уважаемые мои чеченцы. Поэтому вы знаете, антисемитизм, который раздувается, он раздувается в основном из Турции, протурецкими вот этими деятелями антисемитизм. А антисемитизм не просто античеловечен там, или же в настоящем современном мире, это, как-то, мне кажется, любая ксенофобия, она, неприемлема в принципе. Она не только неприемлема, она еще нам категорически вредна чеченцам. И все, кто говорит вот эти антисемитские вещи, это, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, там есть и которые попали под эту пропаганду. Это люди, которые работают на Турцию, заступаются за Турцию и так далее. А что сделала Турция, чтобы мы за нее заступались? А вот объясните мне, что сделала Турция такого хорошего? А может то, что Ахмеда Закаева там вокруг него собирает турецкую агентуру, турецких там кого-то там военных, там спецслужбистов. Что делает? Объясните мне.
Что сделала Турция? Турция ничего не сделала, кроме своей выгоды. Да, какие-то плюсы, какие-то печенюшки нам попадались от этого, но в итоге получилось то, что получилось. И нас хотят сделать такими второсортными, чтобы мы стояли в очереди к Турции. Турция, дай нам, поговори с Америкой, поговори там с Англией, поговори там с Германией. Мы несостоявшиеся, вот мы сейчас с Русней были второсортными, там, пятисортными, а здесь будем там какими-нибудь курдами или еще кем-то, тоже какими-то второсортными на Турции. Поэтому это все чеченцы должны знать и должны эту информацию распространять. И давайте будем знать, чеченцы, чтобы нас не обманывали. Каждый, кому не лень тут будут строить великие тураны за счет чеченской жизни и чеченской крови. Этого не будет, да, Ал-Мулла. По крайней мере, пока я жив, я буду все это говорить и разъяснять людям. А после смерти, я думаю, найдутся, кто вспомнит, что я говорил тут, и будут также продолжать. Да? Поэтому давайте держаться на приличном расстоянии от турецких спецслужб. Опять же, не имеет отношения к турецкому народу. Так, Дион, давайте дальше. Да? Ну, вообще. Поехали. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Луки машуойло. Уважение тебе, все правильно говоришь. Спасибо, Дина 4 и как-то там ник. Пожалуйста. Спасибо, спаситель Украины. Спасибо за подарки. Так, друзья, нас смотрит 750 человек, больше немножко. Поэтому я вас прошу, кто не находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ну что, прыгает у меня этот компьютер. Ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Так, ну Турцию оскорблять не надо, друзья. Когда я какие-то вещи говорю, там, например, там, про КГБ, там, про русских империалистов, не русских, всю нацию, не надо оскорблять, друзья. Не нужно всю страну Турцию оскорблять, если такие вещи. Не надо говорить. Конкретно. Есть турецкие спецслужбы, которые служат турецкому империализму. И все, мы это должны знать. На землю чеченцев переселяли наших соседей и в 19 веке, после выселения чеченцев в Османскую империю. Эти новые чеченцы менее заметны среди нас. Их поселили в села Веденского и Нажиюртовского района. Я не знал, СЦ, я не знал. Ну, это тоже, наверное, сказывается, да? Ну, как, когда ты, например, находишься в Чечне, являешься тюркоязычным, тебя какая-нибудь турецкая разведка берет, там, забирает лучший вуз, даже если ты находишься в России, тебя там как-то ищут каналы, тебя там воспитывают, дают тебе образование, помогают, вкладываются, говорят на тюркском, там, рассказывают, какие чечены плохие, там, 3-10, и ты уже мотивированно, все, я за Турцию и так далее. На меня это не устраивает. Это моя земля, это не турецкая земля, это наша земля. Это наша искон тысячи лет, когда еще там Османской империи не было. У нас была своя земля, свое государство. Поэтому как-то так, Дион. Стоп. У меня чат просто из-под мышки убегает. Что здесь происходит? Гибня, тормози, Дион. Оставь мой компьютер в покое.
Так, давайте дальше. Каждый ответит за свои дела, а не все. Да, спаситель Украины, совершенно верно. Так. Салам из Израиля. Шалом алейхум, Израиль. Государство Ичкерия не состоялось, и вряд ли будет продолжение, говорит. Знаете, у вас, у русских империалистов, у фашистов такая вот особенность. Вы все свое проецируете на других. Ваша фашистская русня, Российская Федерация, так называемая, она не состоялась. Проект фашистская Российская Федерация закрыт. Чеченская республика Ичкерия навеки вечный, 1000 лет будет существовать, запомни, навеки вечные. А ваша фашистская Русня, да, к сожалению, вашему, к нашей общей радости, закрыт проект. Все, скоро приедете, да. Будешь потом, не забудь свой комментарий потом, будешь потом плакаться, да. Салам из Грузии. Бесо. Амаджоба генацвали. Салам, Грузия. Так, Замира, я тебя долго терпел, но антиамериканизм здесь запрещен. Пошла отсюда в баню. В бан, то есть. В бан. Ваша параша и бумеранг вернется к параше, которую они гипнота запустила в сторону Украины. Да, Стелла, абсолютно так. Чири forever. Вечность. Абсолютно, Дориан. Абсолютно так. Целуй пиндосский флаг. Я не вижу там пиндосского флага. Есть американский флаг. Не только поцелую, я завещал завернуть меня в чеченский и в американские флаги, когда будут хоронить. Так что все нормально, не волновайся. И поцелуем, и завернемся, и накроемся, все будет отлично, не волновайтесь. Да? То уважение, которое Америка от нас, чеченцев, получит, вы, фашистские русские империалисты, никогда его не получите. Понимаете? Вы будете кусать локти и завидовать. Как же эти чеченцы, вот почему американцам всегда достается самое лучшее? Почему у них лучшие союзники, лучшее оружие, лучшая сила, богатые, сильные? Почему? Так потому что они люди, понимаешь, люди. Это не значит, что там мальчики для битья там или какие-нибудь сякие. Нет. Это просто человечность, в которой вас, русских империалистах, нету. Понимаете? Вы фашня. Фашня, самая настоящая. Так, скоро будут похороны, значит. Да, кого? Так как, ха-ха-ха, Израиль за Ичкерию. Супер, отлично. Forever, Израиль forever, да. Израиль тоже будет 1000 лет. Вместе и название, смотрите, Ичкерия, Израиль. На И начинается. Просто похожие народы, с судьбой похожей, в мире гонимые всеми, потому что талантливые, потому что непокорные, потому что от своего не отказываемся, сохраняем свое. Ну и много-много-много. Короче говоря, супер все. Все будет Ичкерия, Дел Мула. Они даже сидят в американском ютубе, они в своем вонючем ВКонтакте, потому что Америка сила. Да, генерал диванных войск, абсолютно так, абсолютно.
Америка. Вот про что можно сказать? Америка мощь. Вот про нее можно по-настоящему. А у этого все выдума. Ахмад Силас, Россия мощь. Это не, Россия немощь. Ахмад Силас. Вот так правильно надо говорить. А нужно говорить Ичкерия сила, Америка мощь. Вот что нужно говорить, Деон. Как-то так, Деон. Одни евреи, другие мусульмане. Да, мы отличаемся религией, но для нормального, адекватного человека религия не представляет никаких преград. Понимаете? Твое отношение с Богом – это твое отношение с Богом. И не нужно никому навязывать, не нужно никому запрещать. Наша конституция здесь, в Германии, мне позволяет исповедовать мой ислам, мою религию, как я хочу. Главное, чтобы я не мешал другим. Так же и в Америке, так же и в Израиле, так же будет и в Ичкерии. Поэтому никаких проблем мы не видим. Мы молимся одному Богу. В Коране упоминаются евреи, являются Иса пророк, Муса пророк, Моисей, Иисус Христос. Это все евреи, мы всех уважаем, это наши пророки, посланники, мы их так воспринимаем. И евреи, кстати, их так воспринимают. И, про Христоса я не знаю, вот этот момент я не уточнял. А так Моисей, Муса, там, Ибрагим, Авраам, Ной, все, это нам не чужие люди, скажем так. Поэтому у нас все нормально. Мы с евреями найдем общий язык. Главное, вы нам не мешайте просто, понимаете? Не мешайте, мы найдем. Не переживайте за нас, просто забудьте нас, и все. И мы вам будем благодарны. Аслан Рашка сдала курдского лидера Аджалана в обмен на Ичкерию. Имперцы договорились как-то так. Может быть, я не прав, а так все будет Ичкерия. Ян, я не знаю вот этот момент. В первый раз от тебя такое слышу. Я думаю, не только Аджалан и другие полезные вещи, выгодные вещи Турция получила за счет чеченской крови. И не только Турция, справедливости ради будем говорить. Так, Бог один, абсолютно так, Бог один, абсолютно так. Так. Америка сила нападать на государство. А ну пошел отсюда, давай. Русгейм, ник. Русгейм, Все, иди, оставьте Америку. Антиамериканизм, как и антисемитизм, антиукраинизм здесь запрещены на этом. Пожалуйста, в другое место все разом, да. Валейкум ассалам, справедливый человек. Дела отличные просто, отличные. Салам алейкум, брат из Казахстана. Валейкум ассалам, Каны. Аллах, Казахстан. Ночи и жукты это вежли, говорит демократ. Это еще пока не установленный факт дела, но мы к этому еще придем, Дион. А здесь русским быть нельзя? Конечно, можно, Жасмин. Если вы не русский империалист, говорят, да, братья славяне, мои братья славяне, ваши, мои братья славяне. Все, кто несет ненависть и вражду международную, работает на сатану. Да, совершенно верно, абсолютно так. Так, что у нас здесь? Ты супер, спасибо. Я это уже читал. Твоя родина Америка. Нет, моя родина Чеченская республика Ичкерия. Я принадлежу к одному из стейпов
Нашхо. Нашхо – это наш хлам. Есть у нас своя гора. У всех тейпов, больших тейпов, есть свои горы. И есть свои, ну, вы все сделали, русские, чтобы у нас не осталось истории, вы уничтожали все. И вот на этой нашей горе, это 1000 лет назад было, есть Муцар-юрт. Вот, это мое вот непосредственно, вот на этой нашей горе, Мазархомы, Муцар, по-разному произносится, там, ближе к Грузии там говорят Муцар, мы там говорим Мазархо. Короче говоря, поэтому и у нас на нашей горе собирались все чеченцы, собирались, и у нас там парламент был, там у нас заседания парламентские проходили. Можно сказать, это наш Брюссель был. Евросоюз это наш, и наш Брюссель находился на нашей горе. Наша гора, это так условно говоря, это огромная просто территория, там и равнина есть, и поля есть, и леса, и горы, и все остальное. Поэтому в этом плане я могу уверенно вам сказать, что моя родина, моя земля, с момента рождения каждый чеченец знает, где он будет похоронен, на каком кладбище. У меня есть свое место, где я буду похоронен. Хотя сейчас это будет проблематично, меня доставить туда. Поэтому я завещаю все свои органы, если какие там останутся полезные всем, кому они нужны. И если не получится, похороните меня на немецкой земле, я не против. Но потом, когда мы деоккупируемся, отвезите и похороните меня там, рядом с дедом и всеми остальными. Это тоже в американском и ичкерийском флаге обязательно. Это мой висет. Это мой висет. Поэтому моя родина не Америка. С большим уважением, как вы понимаете, отношусь, но моя родина Ичкерия. Аслан, поздравь нас, наши врачи сделали прорыв по выращиванию конечностей. Вот чем надо гордиться. Я только за созидание. Поздравляю всех евреев, Израиль и всех людей на этой земле. Это прекрасная новостью. Спасибо вам большое. Тода раба, дорогие мои евреи. Спасибо вам. Отлично. Отлично просто. Так. В тот день грядущий верю я, как веришь ты в меня, свободная Ичкерия, любимая Чечения. Дерез Хуйло, Макс Имадаев. Отличные слова из песни. У тебя есть... Так. Сатана в Кремле. Да, совершенно верно. У тебя есть потомки, кто это для тебя сделает? Конечно. У меня 6 сыновей и куча внуков. Конечно. Найдем, да, найдем. Кто похоронен. В конце концов, у меня есть мои единомышленники, которые не оставят мой труп лежать тут без дела. Астан, салам алейкум. Скажи, чего ждать в ближайшее время в Украине? Россия пойдет в наступление? Как думаешь? Алейкум ассалам, Руслан. В наступление она идет, Россия. И то, что вот сейчас подготовили 500 тысяч, да, войска, и со стороны Белоруссии они хотят войти, там это уже ближе к Киеву, это последний рывок сделать. Я думаю, что, конечно, они что-то готовят. Они не могут вечно вот так каждый день по 1300
по 1000 человек убитыми, ранеными терять, и все у них каждый день все плохо. Какой-то рывок они должны сделать. Нанесение ядерного удара, бросок этих 500 тысяч войск, и также нанесение, опять же, ядерного удара и бросок этих войск, ну, как раз это то, что по их планам они должны там вести. Да, я ожидаю эскалацию. Я ожидаю эскалацию. Альхамдулилля, Берс, конечно, альхамдулилля. Похоронить кому-то, это же большая удача будешь ждать. Асан, то есть будет заморозка конфликта в Украине? Я думаю, не будет никакой заморозки конфликта в Украине, не будет. Русские хотели бы, чтобы заморозили, но не будет. Так, сколько мы уже? 1,5 часа в эфире. Друзья, ну уже еще полчаса с вами, и я побежал, Дион. Еще полчаса, и мы... Все, перехожу к комментариям, друзья. Асан, что подразумеваешь под эскалацией? Как это будет, на твой взгляд? Ну, я только что сказал, Руслан. Я считаю, что Россия готовит применение, уже готова по применению к ядерному оружию на своей территории, на территории оккупированной Украины, по странам Балтии, по Польше, где угодно. Ну и вот как раз перед своим стримом я читал новость, что 500 тысячное войско они уже на границе собирают. Но это же для чего-то же это делается, правильно? Для чего-то. Значит, будет наступление, будет попытка наступления, которая, конечно же, потерпит сокрушительное поражение. 100%. 1,000,000% в фашистской России нет никаких шансов победить Украину. Никаких. Как ты относишься к тому, что Америка доставляет вооружение для Израиля для того, чтобы уничтожать... Давай, уничтожать это потом поговорим. Вообще оружие, оно само по себе для того, чтобы убивать, да, ты это понимаешь. У тебя есть твоя руснявая армия, которая самая жестокая, беспринципная и аморальная. Понимаешь? Поэтому мы понимаем, что оружие, оно для убивать. Это раз. Во-вторых, Соединенные Штаты Америки и Израиль являются военными союзниками. Очень долгими и верными союзниками. Поэтому ничего удивительного, что Америка чем-то помогает, в этом нет ничего. Вот так я и вижу. А то, что ты там говоришь, какой-то бред, русский бред, который тебе нужно мне тут рассказать, он мне не интересен. Понимаешь? Ты мне расскажи, как русские убивали чеченцев. Расскажи, на Кавказе, как дагестанцев убивали. Расскажи, как ингушей убивали. Вот это расскажи. В Сирии как, расскажи. Вот у меня Facebook недавно мне показал, как они бомбили Сирию. Ваши мерзавцы, преступники. Расскажи. Вы думаете, эти слезы просто так будут, да? Детей, разорванные дети, разорванные матеря, плач матерей. Вы думаете, это просто так? Вас Бог покарает. Руками сейчас украинцев карает,
А сейчас весь мир объединился. Вы Богом прокляты. Понимаете? За все зло, которое вы несли людям. Вы будете наказаны во веки вечные. Вы будете, пока пеплом голову не будете посыпать и извиняться, стоя по православной традиции на коленях, вы будете наказаны за все. Понимаете? Вы думаете, вы великие, собственной лужи лежа, убивая женщин, детей, бомбя их бесщадно. Мы так тренируемся в Сирии, вы говорили. Да? Как-то так, Дион. Так что все нормально. Вы оставьте Америку и Израиль. Думайте о себе думайте. У вас уже там под 5-ю точку уже вода поднялась. Да? Сидите, думайте об этом. А как думаешь, Украина сможет деоккупировать свою территорию? Конечно, сможет. Конечно. Но не без помощи, конечно, мира, Запада, конечно. И сейчас уже же все с первого дня идет поддержка Украины. Конечно, сможет. А как иначе? А как ты относишься к тому, что Америка разрешает проводить митинги в поддержку Палестины, а Россия нет? Миллионы людей поддерживают прекращение войны в Газе, а русские не поддерживают мир на Ближнем Востоке. Вот совершенно верно, СЦ, Маш Вовело. Совершенно верно. Почему в Америке можно проводить, а в России у вас фашистское нельзя? Объясните, вы же за Палестину все. Где вы все, братья-мусульмане, которые так топят за свой родной Хамас в фашистской России находясь? Где вы все? Выйдите на митинг, выйдите, покажите, что вы можете собираться. Вам нельзя собираться. Как только вы выйдете, вам скажут, ты хочешь против там, Израиля выступать? Вот, вот смотри, как раз идет война, вот украинцы и евреи, они заодно, давайте сейчас мы вас в Украину отправим. Поэтому вы не выйдете. А писать могут только вот эти тролли, которые говорят, вот и все. Вот что вы, в какой стране вы живете, о чем вы говорите, о каких правах вы говорите, о каких ущемлениях вы говорите. Начните с себя, начните в зеркало гляньте, посмотрите, там воняет от вас или нет, и потом уже на других засматривайтесь, хорошо? Когда Ичкерия будет независима, она будет признавать Израиль и не будет признавать Палестину, как это сделала Западная Европа и США. Я не знаю, мы будем признавать арабское государство Палестина, а это уже будет 23-м государством. Я, например, не против того, чтобы было арабское государство Палестина 23-е. Но обязательно, конечно же, должно быть и еврейское государство. Весь сыр и бор, бор не потому, что там евреи там хотят кого-то убить и так далее. Давайте историю просто посмотрим. Это очень легко сделать. Сейчас есть возможности. 2 государства сказали создать, ООН принял решение создать 2 государства. Евреи сказали, окей, хорошо, без проблем. Арабы сказали, нет, мы не хотим. Ведь сыр-бор весь из-за этого начался, правильно? Поэтому, конечно же, Израиль должен быть обязательно. Арабы должны убрать свой вот этот эго, свой этнонационализм, свой арабский империализм и согласиться переступить через свое вот это фашистское нутро, которое говорит, что у евреев не должно быть государства. Почему оно у него не должно быть, скажите мне? 22 арабских государства должно быть, а одного еврейского не должно быть. Как это так? Это чисто такой русский подход к этому делу. Мне он не устраивает абсолютно. Поэтому я за то, чтобы было и арабское государство палестинское, и было и израильское государство. Оно есть, будет и 1000 лет будет. Но все, знаете, у людей на этой земле, я долго думал над этим, я не могу понять вот этот комплексы. Я понимаю, что вот это комплекс неполноценности, что ты считаешь, что если эти люди успешные, если они умеют зарабатывать деньги, для многих деньги это самое главное в жизни. И они видят, что вот этот показатель у них, они превосходят все композиторы, ученые, лауреаты Нобелевской премии.
Но не просто так это ведь, правильно же? Не просто, да, подтягивают друг другу, помогают евреи друг другу. Это тоже с этим, я не буду спорить. Но скажите мне, почему другие народы этого не делают? А? Почему? Ну, значит, это у них такая особенность, понимаете? Значит, они способны к этому. Значит, они это делают, потому что они могут. И у других зависть, ненависть, понимаете, из-за этого. Вот что я как объясняю вот этот антисемитизм, который разгорается. Другого объясняю, вы неполноценные себя просто ощущаете по сравнению с ними. Вот за это вы их ненавидите. Ну и плюс, конечно же, пропаганда, которая навязывается. Что вот они там людоеды, там третье, десятое, что они только не делали и так далее, и так далее. Вот как-то так. Еще мне нравится, когда показывают какого-нибудь там еврея, который там говорит, что там всех арабов убить надо, там женщин, детей убить надо. Ну, чистое преступление. Что он говорит, это преступление. И я это, конечно же, не поддерживаю. Но мне забавляет, когда то же самое говорят там арабские деятели. И эти люди, которые возмущаются, что вот этот фактически сумасшедший говорит вот эту фразу. И вот вот человек, который арабское раскидывает, всех евреев убить надо, Израиля не должно существовать. Почему-то он возмущается, когда такое же говорит еврей про арабов. Или про мусульман он, например, скажет. Это тоже есть. Ага, так, это не надо. Поэтому... вот поэтому мы должны понимать, да, что вот этот антисемитизм, фашизм, он должен быть искоренен. Искоренен. И мы, чеченцы, будем бороться за то, чтобы евреи имели такое же право и в мусульманском мире, как имеют мы, чеченцы. И я надеюсь, что евреи нам будут также помогать в этом, чтобы мы тоже стали, у них есть опыт, у них есть технологии, знания, и хорошие отношения. Вот нам нужно наладить контакт среди нашей молодежи. Еврейская и чеченская молодежи. Надо собирать их в кружки, объединять, показывать, что ни эти не людоеды, ни эти не людоеды. И я думаю, очень хорошо договорятся. И договоримся, да, мула, да, мула. Как-то так, да. Хорошо, Элла. Стелла, я посмотрю интервью Зеленского. Основа Германия, США, Великобритания не признают Палестину. Демократ, Германия, я не знаю, признают они, или они сейчас до сих пор не признали, потому что и Палестину арабы не признают, и Израиль. Понимаешь? Для того, чтобы их признали, они должны признать. Я тоже не признаю Палестину, если они Израиль не признают. Зачем тогда их признавать, если они отказывают в праве государству? Но дело в том, что было решение ООН по этому поводу. Есть два государства, которые нужно было создать. Но это отложили, как мы знаем, на длительный срок. И не признает Германия, не признает США, не признает Великобритания, не признает все остальные на этой земле право народа иметь свое государство и жить. Я, как чеченец, не могу отказывать в этом праве никому. Ни палестинцам, арабам Палестины, ни курдам, ни кому-либо на этой земле. Потому что я знаю, что это такое. Поэтому Америка может решать, как она считает нужным. Я думаю, Америка признает вот это палестинское образование, как только они признают Израиль. А Израиль это союзник Америки. Америка не может во вред своему союзнику что-то делать, потому что это будет уже не союзнические отношения. Поэтому как-то так. А я являюсь чеченцем, у которого государство оккупировано. И каждый считает своим долгом пнуть мой народ, мое государство, сказать, есть оно, нету его, там оно, сяк оно.
Я не играю ни чужие игры, я веду свою линию, свои взгляды имею. Поэтому как-то так, да. Так, давайте. Все верно говоришь, Асан. Ночи, Машуа, полностью согласен. Баркал ночи. Ни один еврей не надругался над Палестинкой. Да, не было. Такой информации я не слышал. Я лично не... А вот обратный случай, да, это было. Убийство детей, убийство безоружных женщин. Это мы видели. Не просто бомбежками, уже ответное, когда уже вот, башню сносит, и ты начинаешь там всех подряд гасить. Нет, все спокойно зашли. Вроде бы и все нормально было, вроде бы да, зашли просто женщин, детей, поубивали безоружных мужчин. Асна, почему многие молчат то, что в Китае убивают, унижают многих мусульман? Совершенно верно, Эд. Я это каждый раз говорю вот этим защитникам, так называемым защитникам мусульман, я говорю, там воюют за землю, никакого религиозного конфликта там нет. Вы же тут заступаетесь за арабов, потому что они мусульмане. Так вот, они не за ислам воюют там. Я не знаю, зачем. Еще, знаешь, чувство собственного достоинства нужно иметь чеченцам. Когда эти арабы говорили, что Чечня внутреннее дело во время активной фазы геноцида, ну, как-то, наверное, можно было бы немножко, это турбо-мусульмане, там, исламские джихады, там, всякие, там. Если на земле когда-либо был джихад со времен пророка Мухаммада, мир ему, то в Чеченской республике этот джихад был. Был и геноцид, и борьба за свою веру, за свою землю, за своего брата, сестру и так далее. Вот полный комплект был. Вот этот весь арабский мир и весь вообще мусульманский мир почему-то проигнорировал. Почему-то 300 тысяч беженцев приняла, как они говорят, кафирская Европа нас приняла. Весь мир говорил, рассказывал о нас, арабы молчали, засунув голову в песок. Сейчас, когда реально убивают мусульман, убивают, сажают, отказываются от заставляют отказаться от своей веры за то, что молится, намаз делает, никто не говорит про уйгуров, никто не говорит про Китай. Почему не говорят? Потому что раз нету такой установки с Кремля, с КГБ, с ФСБ, говорите про уйгуров, потому что Китай друг, нужно же, Китаю он, Путин подлизывает, Путин поднял Россию до уровня колен Китая, поэтому Китай сейчас нужен. Ну а вы же тогда же мусульмане, вы же искренние, честные, вы же боретесь, говорите за это, говорите, вот именно за религию убивать. Нет, сажают, убивают, заставляют отказываться, не говорят. Почему не говорят? Потому что лицемеры, потому что лжецы, потому что попадают под пропаганду. Вот почему. Говорите. Нет, не будут говорить. Они будут нам рассказывать сказки. Да. Кто создавал? Русня создавала террористические группировки. Русня их финансировала. Абсолютно так. Россия станет с колен лишь тогда, когда Китай... Нет, я читать не буду. За что на самом деле война в Украине? Ну, я много раз говорил, Руслан. Война за то, чтобы фашистская Россия, имперская Россия получила историю, славную, честную историю Украины. Вот за что воюет КГБ. КГБ СССР воюет. Понимаете? И внутри Украины эти КГБшники до сих пор находятся. До сих пор. Поэтому Украина вот так ведет эту войну, растягивается тяжело, с потерями, потому что не вычистили, потому что тех, кто зазывал этих русских
военных к себе на территорию, они еще не привлечены к ответственности, понимаете? Вот какая вот ситуация, да? Палестина это абсолютно такая бандитская организация, как Россия. Да, это такие же имперцы, которые, ну, за всех не будем говорить, скажем, за террористов Хамас и там разные исламские джихады, там, кто у них там самые турбо, то партии Аллаха, как они только себя не называют. И все это фейк, все это обман, лицемерие. Для того, чтобы 1,5 миллиона, 400 миллионов арабов не могут справиться с маленьким Израилем и зовут 1,5 миллиарда мусульман на помощь. Вот и все, что мы должны знать об этом, братья-мусульманах. Да? И вот Россия поэтому за историю, за историю Украины. Она хочет взять украинскую историю, сделать неодворянство, как об этом мечтал Патрушев, и украинских мужчин отправить на новую имперскую войну, как сейчас она отправляет чеченцев, так называемых чеченцев. Если бы на месте этого Израиля там было какое-нибудь арабское государство, которое оккупирует земли палестинцев, как думаешь, были бы митинги в защиту Палестины в мире, как сейчас? Знаешь, справедливый человек, вот то, что вот сейчас в Америке, вот это Гарвардские университеты, там какие там еще у них там вузы там возмущаются, что-то рассказывают, это говорит о том, что в этой стране, во-первых, есть свобода. Свобода выражения, свобода самореализации человека. Его не преследуют за это. Не убивают, не сажают. И раньше вот эти интеллектуалы, так называемые, а вот эти молодые студенты, они на самом деле только-только получающие азы, они намного опаснее, чем вообще необразованный человек. Потому что необразованный в силу того, что он не знает, не будет принимать никаких вещей, а только-только начинающие учиться студенты, даже если он на 5-м курсе, у него еще нет практики, работы, общения там, и так далее, то эти люди считают, что они уже там все познали, все на свете, и все они знают. И я тоже так считал, что я тоже все, теперь я знаю, теперь все это легко и просто и так далее. И я каждый раз понимаю, что я должен еще что-то новое открывать для себя и двигаться, самореализовываться, самообразовываться и развиваться в этом направлении. И поэтому, когда они сейчас начинали вот это возмущение, нужно просто вспомнить, я видел картинку очень, как они Че Гевару поддерживали, как они Мао Цзэдуна поддерживали, там других разных тиранов и мерзавцев поддерживали. И не нужно удивляться, наоборот, нужно восхититься, насколько в Америке свобода, что даже вот таким людям, которым нужно будет дать эти по мягкому месту палкой, короче говоря, что они могут высказывать свое мнение. Конечно, это сбивает нормальных людей, молодых, которые живут не в Америке, смотрят и говорят, ну даже если в Гарварде учатся люди, говорят, ну 100% эти люди, ну тогда это... Нет, это не так, я еще раз говорю. Это не так. Это намного глубже, все сложнее. И так далее, и так далее. И я считаю, если все другие войны, которые велись против Израиля, велись вот с такими причинами, то Израиль практически должен быть святым. Потому что сейчас была вопиющая несправедливость в отношении Израиля. Да, сейчас отвечают жестко. И я категорически против этого. Я осуждаю нарушение ведения правил ведения войны и так далее. Но я понимаю, что эти люди хотят
исключить любую возможность рецидива, хотя бы на длительное время отложить, чтобы в следующий раз им было неповадно делать. Я не могу это никак одобрить, но я могу понять логику поведения, то, что там происходит. Понимаете? Как-то так. Салам алейкум, салам. Ты читаешь много книг? Да, я читаю. Когда есть что почитать интересное. Аслан, есть поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Руководство Палестины всегда целовалось с фашистской Российской Федерацией. Фашистская Российская Федерация убивала и убивает Украину. И они сделали в Ичкерии, Палестина, руководство. Что говорили? Говорили внутреннее дело России. Геноцид чеченского народа, фактически так было сказано, это во время активной фазы геноцида. Самые большие защитники мусульман, там, братья мусульмане, пришли и сказали: это внутреннее дело России, убивайте, пожалуйста. Вот что сказали. Я то же самое говорю. Я не говорю убивайте, пожалуйста. Я говорю: Палестина внутреннее дело Израиля. Палестина внутреннее дело Израиля. И пускай Израиль разбирает. Соблюдение международного права. Вот так я скажу. Полтора миллиарда мусульман, может быть, и переживают о палестинцах, но это не точно. Только ничего не предпринимают. Одни чеченцы озабочены о них. А эта забота тоже в кавычках. Это мое мнение. Да, Мухаммад, абсолютно так. Дело в том, что пропаганда, которую ведет Россия, мы попали в кокон. Но вот я сейчас занимаюсь этим, попытаюсь объяснить. Я, может, это делаю не очень хорошо. Может быть, я где-то резко это делаю и так далее. Но у меня нет времени сейчас и подготовки той, там, как Кашпировский, сидеть, всех успокаивать и так далее. Хочет чеченец понять, поймет. Не хочет понять, ну, свободен в свое действие, пусть делает, что хочет. Но мы делаем то, что в наших силах, пытаемся донести до людей, объяснить, что евреи нам не враги и никогда ими не были. И не делайте их нам из них врагов. Я вас прошу, не делайте. Нам достаточно большой русской империи. Нам еще не хватало с Израилем или со всем миром, как русские хотят, чтобы это было, враждовать. Мы не будем враждовать со всем миром. Мы будем дружить со всем миром. Мы будем уважать весь мир и требовать такого же отношения к себе. Но враг Россия, фашистская Россия, имперская Россия, навеки вечная. Так, здесь такие вопросы у вас интересные, что, мне кажется, у вас проблемы с головой, девушка. Так, это правда. В Израиле в 50-е годы в кибуцах висели портреты Сталина, люди наивные. Да, было такое в советское время, да? Союзники Ичкерии — это США, Великобритания, Израиль, Германия. Да, демократ? Абсолютно. Полностью согласен вот с этой твоей постановкой. Абсолютно согласен. Абсолютно. Я даже, будучи не чеченцем, поддерживаю Ичкерию. Израиль и западный мир. Неужели Палестину, Раисию и остальную вось зла? Демократ, ты не чеченец? Я думал все это время, ты чеченец. Но это хорошо, что не чеченец нас так поддерживает, как ты. Спасибо тебе. Дерез хуйлон, баркалон. Я думаю, все, кто против фашистской Российской Федерации, все должны принимать это как союзники. Проще, кто против моего врага, мой союзник и друг. Да, это абсолютно так. Враг моего врага, мой друг. Правда, не всегда так бывает, но часто бывает. Поэтому сегодняшний свой стрим я заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине!
Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. И быстрее мир на землю Палестины и Израиля. Ади кюэль маш оэль. Всего хорошего, друзья. До свидания.